Товарищи все работают у нас еще с пацанов, пришли и выросли, с колен поднимали. А сейчас, значит, Балабаев пришел, и он этих товарищей хочет отстранить. Ну, развалить, короче говоря. Если специалисты уйдут, кто останется? Никто, да? Александр Шевелев – старожил Яргор-Электротранса. Работает на предприятии уже 50 лет. Пережил смену дюжины руководителей. Но того, что происходит при нынешнем директоре, и представить не мог. Мужчину поддерживают и другие работники транспортной компании. Сегодня недовольные собрались прямо у проходной. Зарплаты маленькие, финансирование маленькое, все урезается, с каждым годом все больше и больше урезается. Запчастей нет, спецовки выдают, ну все плохо здесь. Уволиться – единственное спасение. Вот только уходить с родного предприятия многим жалко, да и некуда. Для других условия труда при новом руководстве все-таки стали поводом написать заявление об уходе. За последние полгода столько народу уволилось. У нас тут капитальная бригада распалась, было 8 человек, остался 1. Была дежурная бригада, вообще ушла. И сейчас в бригаде по 2 человека, по 3. По одному иногда. А если по одному иногда? Работники транспортного предприятия больше не могут молчать. Написали жалобу в мэрию. Там, в частности, говорится об использовании Балабаевым техники транспортного цеха Яргор-Электротранса для исполнения предвыборных обещаний. Там, где Балабаев баллотируется, там он и делает это самое для того, чтобы набрать какой-то электорат, верно? Надо. Такие люди придут в депутаты, да? Нельзя выбирать. Сам директор предприятия такие обвинения не принимает. Говорит, все в своем округе делает исключительно за собственные деньги. То, что я делаю в своем избирательном округе, это я делаю самостоятельно, с помощью привлеченных волонтеров, да, на собственные средства. А вот того, что уже несколько месяцев лишает сотрудников премий, не отрицает. Но, поясняет, виноваты сами, не выполняют обязанности. Маленький пример. Есть сотрудники, которые отвечают за обеспечение предприятия трудовыми ресурсами, да, а именно рабочей силой. И если они не занимаются подбором кадров, не занимаются поиском трудовых ресурсов, если даже на территории города Ярославля нет желающих в силу недостаточного уровня оплаты труда, они обязаны их привлекать извне. Вот за то, что они не выполняют эту работу, они несут ответственность. Есть и те, кто своего руководителя поддерживает. При нем, говорят, жизнь предприятия сдвинулась с мертвой точки. Воруют все. Но тем не менее человек начал что-то копать. Сегодня недовольные сотрудники Яргор-Электротранса вручили обращение председателю муниципалитета Ярославля. Они надеются на помощь народных избранников, а те, в свою очередь, обещают коллектив в беде не оставлять. Мы свои обращения направим в контрольно-счетную палату, возможно, в прокуратуру города, в мэрию города Ярославля с просьбой, чтобы нам коллектив собрали, чтобы мы туда депутатами выехали и уже от живых людей услышали действительно, что на предприятии происходит. Ну и, конечно, хотим, чтобы и по этому письму нам дал и руководитель предприятия свой комментарий, чтобы объективно эту ситуацию рассмотреть. Екатерина Бубнова, Владимир Русанов, Олег Лушников. День в событиях.